Добрый вечер, уважаемые телезрители. Якутия-24 продолжает вещание в прямом эфире. Это программа «Итоги дня». С вами Влад Давыдов и Анастасия Кобызева. Добрый вечер, и сегодня в эфире. Чье имя будет носить аэропорт Якутск? Объявлен конкурс, какие кандидатуры предлагает общественность и население, какие фамилии уже известны. Бесплатный сыр в мышеловке. Популярная платформа для вклада денег Кэшбери приостановила на днях работу. Почему люди продолжают вступать в такие сомнительные проекты? Докопаться до истины в прямом смысле газовики выяснили, почему упало давление газа в сетях центра Якутска. Решающие стадии начались. Чемпионат России по боксу в Якутске набирает обороты. Помимо самого турнира, сегодня расскажем о работе волонтеров. Всему голова. Сегодня, 16 октября, Всемирный день хлеба. Репортаж из Нерюнгри. Все 12 паромов, курирующих между Якутском и Нижним Бестяхом, продолжат работу в летнем режиме, как минимум до конца текущей недели. Об этом заявил генеральный директор Лентранса Максим Дьячков. После последней информации о прекращении работы паромов 16-18 октября поднялся ажиотаж среди автомобилистов. Хочу внести ясность. Паромы СК «Якутск» продолжают работу до 20 октября. Это 100%, сказал Дьячков. Ранее ЛОРП распространил информацию о прекращении работы паромов 16-18 октября, отметив, что на линию выходят суда, оборудованные аппарелью, платформой для подъема и спуска техники. В Общественной палате Якутии начали сбор предложений от якутян для названия аэропорта города Якутска. Напомним, в рамках всероссийского проекта под названием «Великие имена России» 45 российских аэропортов страны планируют назвать в честь выдающихся соотечественников. В этот список попал и аэропорт города Якутск. Звучат фамилии Марка Жиркова, Владимира Ларионова, Валерия Кузьмина. Про последнего, как я помню, Анастасия, ты делала репортаж. Да, действительно, это так. Подробнее могу остановиться на биографии Валерия Кузьмина. Он, кстати, Влад, первый летчик из народа Саха. Валерий Кузьмин, участник легендарной трассы Аляска-Сибирь, налетал более 3 миллионов километров. Он единственный из якутских летчиков, освоивших 12 самолетов. И, кстати, в прошлом году рядом с аэровокзалом столицы ему открыли памятник. Да, о первых двух фамилиях тоже можно говорить очень многое, бесконечно перечислять их достижения и регалии, но все и так отлично знают, что Владимир Ларионов – это первый академик в Якутии, а Марк Жирков – это первый в республике композитор. Сколько предложений уже поступило и какие обсуждают фамилии, репортаж Дмитрия Тымырова. В честь кого назвать аэропорт Якутска? Вариант может предложить каждый якутянин. Рудольф Михайлов из Мегино-Кангаласского улуса уже определился. Я сегодня выбрал имя Кузьмина Валерия Ильича, чтобы его имя было увековечено. Валерий Ильич Кузьмин – это знатная личность в Якутии. Мы еще в молодости знали его подвиги, его работу. Имя первого летчика Валерия Кузьмина поддерживает и в Общественной палате Якутии. Есть еще 2 человека, которые достойны увековечивания. Кандидатура Владимира Петровича Ларионова, предложенная землячеством Мегино-Кангаласского улуса, и кандидатура Марка Николаевича Жиркова. Эту кандидатуру предложил Союз композиторов Республики Саха-Якутия. Список не окончательный. Заявки принимаются всю неделю. Ждем вас по адресу город Якутск, улица Курашова, дом 24, 4 этаж, кабинет 401Б. Также мы принимаем предложения от населения по телефону 508
375. У жителей города нет единого мнения насчет кандидатуры, чье имя присвоить аэропорту Якутска. Варианты различные. Ну, я бы хотела, например, название дать, с наших известных, которые, республика, которые работали. Я поддержала бы кандидатуру Аюнского. Я бы дала имя именно Кузьмина, потому что он стоит у истоков нашего аэрофлота по якутской трассе. Думаю, да Винчи. Первый президент Николаев. Пусть Аюнского нашего дадут. Некоторые отнеслись к инициативе настороженно. Главное, чтобы присвоение имен аэропортам, а в их проекте «Великие имена России-45» не путало пассажиров и пилотов. Не делать акцент на имя это, а все же при регистрации пассажиров, на табло, которое высвечивается в аэропортах, оставлять в первую очередь основное название, то есть географическое название, то, к которому привыкли пассажиры и жители определенного района. Главное не переусердствовать. Вылетел из одного аэропорта, а вернулся в другой. Или из-за путаницы в названиях опоздал на рейс. К чему приведет нововведение, скорее всего, узнаем в ближайшее время. Итоги конкурса «Великие имена России» объявят 4 декабря. Дмитрий Тымыров, Джилустан Иннокентьев, Григорий Охлопков, Якутск. С сегодняшнего дня стартовал второй этап всероссийской пробной переписи населения. В Якутии этап проходит в Хангаласском районе и продлится до конца этого месяца, до 31 октября. Власти района уточнили адреса домов и количество проживающих. Специалисты Сахастата провели информационно-разъяснительную работу и обучили переписной персонал. Управление по вопросам миграции МВД по республике предоставило адреса мест проживания иностранных граждан и лиц без гражданства на территории района. Хангаласский район называют моделью республики в миниатюре. Многонациональный состав, наличие городского и сельского населения. Часть населенных пунктов района расположена на труднодоступных территориях. Напомним, что первый этап пробной переписи проходил в электронном формате на территории всей страны. Принять участие мог любой желающий. На заседании правительства республики озвучили прогноз социально-экономического развития Якутии на период 2019-2024 годы. Прогнозируется положительная динамика основных макроэкономических показателей и стабильная социальная ситуация. Ожидается рост валового регионального продукта с темпами более 2,5% в 2019 году и до 1,3 раз в 2024 году. На рост ВРП повлияет динамика промышленного производства. Положительный эффект прогнозируют от реализации новых инструментов развития Дальнего Востока. Это ТОР Южная Якутия и Кангаласы. Вместе с ними региональные инвестпроекты. Основные параметры бюджета в 2019 составят доходы 180 миллиардов рублей, расходы 181 миллиард, соответственно, дефицит составит 1 миллиард рублей. В целом велась достаточно большая работа по определению приоритетов и повышению эффективности бюджетных расходов по всем 23 программам Республики Саха-Якутия. Задача ставилась о том, чтобы сбалансировать бюджет, чтобы он был устойчивым на весь период реализации государственного бюджета в трехлетнем периоде. Надо сказать, что по безвозмездным поступлениям, в том числе из федерального бюджета, в части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, в проекте федерального закона о федеральном бюджете на 2019 и 2021 годы мы отмечаем, что республики увеличена дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности примерно на 3 миллиарда рублей, что явилось результатом внесения наших предложений в усовершенствование методики распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности на предстоящий период. К другим темам. Со вчерашнего дня жители центра Якутска начали жаловаться на падение давления газа в сетях. Аварийно-восстановительные работы выявили проблему. Произошла закупорка газопровода возле перекрестка улиц Кальвица и Бестужева-Марлинского. Подробности у Кристины Якуповой. Кто
перекрыл голубое топливо в жилом доме. Газовики решили буквально докопаться до истины. Через несколько часов становится ясна причина – невнимательные дорожники. Слишком рьяно они укладывали асфальт. Во время земляных работ по укладке водоотводных лотков на улице Бестушева-Марлинского дорожниками был поврежден газопровод низкого давления. В итоге в газопровод проникла вода и возникла закупорка. Для проведения срочных аварийно-восстановительных работ нам нужно было отсечь этот участок и продуть газопровод. Поэтому наши работники вчера снизили давление газа в 203-м, 202-м микрорайонах и по улице Черяева, по улице Губина. После проведения сварочных работ давление газа было восстановлено до обычных показателей. Отсекли от газа участок в 400 метров, 15 рабочих и 5 единиц техники на месте инцидента. Со вчерашнего дня мы начали аварийно-восстановительные работы, нашли место повреждения и сегодня вот устраняем. Из-за аварии без газа оставили 7 коммунально-бытовых объектов Якутска. Работники Саха-Транснефтегаза уверяют, все восстановят уже завтра. Кристина Якупова, Григорий Хлопков, Якутск. Компания Кэшбери, которую Центробанк заподозрил как финансовую пирамиду, заблокировала ввод и вывод денег своих клиентов. Говорят, что это временно, до ноября, хотя точно утверждать этого никто не возьмется. Почему люди вступают в такого рода проекты, разбиралась наш корреспондент Марьяна Кутукова. 23 тысячи рублей в месяц. Никаких лишних покупок, отпуск только снится. Наша героиня, имя она просила не называть, решила рискнуть и вступить в Кэшбери. Для первого взноса взяла кредит в банке. Узнала от родни, они вступили с подруг. Они мне предложили, я не хотела, конечно. Потом мне сестра говорит: давай вступай, я тебе, если что, если прогорит, я тебе деньги верну. Ну и я согласилась и вступила. Но первое вложение у меня было 100 тысяч. И нормально, все деньги получила. Финансовая нестабильность и неуверенность в завтрашнем дне. На эти больные точки давят знающие люди. Они же предлагают ключ от всех проблем. Если гарантом выступают родные и друзья, говорят психологи, то схема срабатывает на 100%. Вот эти связи, они вот так вот срабатывают, что входят именно вот как-то вот кланами там. То есть наши отношения между собой социальные, а дистанция, она очень такая тесная. В отличие, может быть, от других регионов, где люди живут более обособленно, меньше общаются друг с другом. Но есть, конечно, и фактор доверчивости. Стремление жить не только красиво и богато, а просто стабильно. Кто-то готов отдать последние деньги. Другие такому способу заработать попросту не доверяют. Я думаю, что это как бы хайп может, долгосрочный, скорее всего. Рано или поздно это все равно как бы относится к пирамидам. Замануха для народа. Бесплатный сыр, только в мышеловке. Никак не отношусь. Я верю только в свою зарплату. И все. Добрый день, уважаемые друзья. На связи Артур Варданян, руководитель холдинга Кэшбери. И сегодня у меня для вас не очень приятное, тяжелое и в тот же момент серьезное видео. Это видеопослание появилось на прошлой неделе. Создатель Кэшбери Артур Варданян сообщил о 3-недельных каникулах. Поблагодарил инвесторов за проделанный путь и заверил, вывод средств из личного кабинета будет доступен 1 ноября. Как говорят инвесторы, такая открытость самого руководителя вызывает доверие. Никто их не кинул, и паниковать уж точно не стоит. Я сама спокойна, я свои деньги получила, мне нечего терять, но все равно надеюсь, что заработает. Центробанки не перестают заявлять, Кэшбери имеет все признаки финансовой пирамиды. Сверхдоходность рано или поздно приведет к тому, что денежный пузырь лопнет. Потенциальный ущерб для клиентов оценивается в 1 миллиард рублей. Марьяна Кутукова, Джулстан Иннокентьев, Марфирина Алексеева, Якутск, Мирный.
Как думаешь, Влад, заработает ли эта система вновь или, к сожалению, люди уже безвозвратно потеряли свои денежные средства? Точно об этом говорить, наверное, никто не возьмется, но можно привести пример, что при похожих обстоятельствах и при схожем сценарии закрылся проект недавно. Макс и Райс тоже говорили, что на время, но так и ничего и не заработало. Вывод здесь очень простой. Населению необходимо быть предельно аккуратными в вопросе вложения своих заработанных денег. Сейчас реклама меньше минуты. Оставайтесь с нами и смотрите во второй части программы «Итоги дня». Решающие стадии начались. Чемпионат России по боксу в Якутске набирает обороты. Помимо самого турнира, сегодня расскажем о работе волонтеров. Всему голова. Сегодня 16 октября, Всемирный день хлеба. Репортаж из Нерюнгри. 1000 километров пробега – это результат велопробега якутян через Грузию. Сюжет о велотуристах. Это итоги дня. В студии Анастасия Кобызева и Влад Давыдов. Мы продолжаем выпуск. Сегодня 16 октября, Всемирный день хлеба. Без этого продукта большинство людей не могут представить себе любой прием пищи, завтрак, обед, ужин. Какой хлеб предпочитают нерюнгринцы и по какой цене? Разбиралась наш корреспондент в Южной Якутии Тамара Игнатьева. От изобилия наименований хлеба в магазинах Нерюнгри разбегаются глаза. Как говорится, на любой цвет и вкус. За буханку хлеба из пшеничной муки высшего сорта нужно заплатить в среднем 40 рублей. А стоимость ржаного и ржано-пшеничного хлеба также колеблется в районе 40 рублей. Я люблю бородинский хлеб, покупаю его через день. Потому что он с пряностями, с блестящей корочкой. Но я обычно беру черный хлеб, потому что он полезный. Иногда белый, иногда. В основном черный. Французский с чесноком. Внучка вообще хлеб не ест, а такой ест у меня. С удовольствием берем. Основным поставщиком хлебобулочных изделий на столы нерюнгринцев является ООО «Хлеб». По объемам выпускаемой продукции он лидирует в Нерюнгринском районе уже свыше 10 лет. В ассортименте предприятия более 30 наименований продукции. И производится ее более 5 тонн в сутки для жителей Нерюнгри и поселений. Мы одно из немногих предприятий, сохранившие старые добрые традиции приготовления хлеба. Продукцию производим по ГОСТам 80-х годов из высококачественного сырья на отечественных дрожжах с использованием натуральных заквасок. Любовь Иннокентьевна вот уже более 30 лет работает на хлебозаводе. Она считает, что для выпечки хорошего хлеба нужны не только качественная мука, собственная закваска и правильно рассчитанное количество ингредиентов. Но основное – это человеческая душа. Есть в городе торговые предприятия с собственными пекарнями. Одна из них, например, для потребителей с невысокими доходами выпускает социальный хлеб, стоимость которого 29 рублей 90 копеек. А всего здесь производят около 20 наименований хлебобулочных изделий. Есть широкий ассортимент ржаного хлеба с очень звучными названиями. Хамус – это единственный хлебушек, который состоит только из ржаной муки и цельнозернового шрота. То есть это для любителей вот именно вот темных хлебов, ржаных хлебов. Все остальные хлебушки ржано-пшеничные. Хлеб – универсальная еда, которая веками считалась нашими предками основой жизни. Переломить хлеб с кем-то – это символическая фраза, означающая сближение людей. Сегодня с Днем хлеба хочется поздравить всех, кто ест хлеб и кто вкладывает силы и душу в его создание. Тамара Игнатьева, Вадим Барашков, Нерюнгри. Ежегодная школа актива начала свою работу в СВФУ. В этом году 85 активистов из всех факультетов и институтов университетов, включая из Мирного и Нерюнгри, в течение 24 дней будут проживать в санатории «Смена» и участвовать в образовательных программах, работать в команде. Также они будут организаторами насыщенных культурных мероприятий. Активистов отбирают по кастингу. Заявки подали 180 человек. Данное мероприятие у нас проводится уже 14-й раз. Оно ежегодное и самое ожидаемое, грандиозное среди всех наших выпускников, активистов по СВФУ. Очень насыщенная и яркая программа для всех наших участников.
1000 километров пробега и 10 тысяч метров подъемов. Таков результат велопробега якутян через Грузию. Заезд продлился чуть меньше месяца. Какие особенности южной страны встретились на пути велотуристов, в материале Саргаланы Захаровой. Год подготовки. Из 20 желающих к моменту сбора остались лишь 5 смельчаков. 3 велосипедиста из Якутска и 2 из Магадана. Главный вопрос – транспортировка железных коней. Специальные чехлы спасли положение. Адекватный груз, который, в общем-то, авиакомпания принимает как обычный багаж. То есть чехол – это очень круто, это здорово, и к тому же он защищает велосипед. Вот вы видели там на первых фотографиях. 1000 километров, 10 городов от востока до запада Грузии. Расстояние как от центра до юга Якутии. Трасса, признают путешественники, не из легких. Легендарные Кавказские горы стали настоящим испытанием для группы. Высота перевалов Зикарский и Загара – 3000 метров. Такие перевалы, конечно же, частично пешеходные. Мы ехали до того момента, пока ехать было возможно. Так как велосипеды груженные, мы ехали на полном автономии. Все с собой. Общий вес багажа и велосипеда 30 килограммов. Спасали хорошие дороги, говорят путешественники. Качественный асфальт, разметки на трассе и вежливые автомобилисты. Если сзади приближается автомобиль, заранее он начинает предупреждать не супер-пупер сигналом пароходным, а легонько пипикая метров за 200-300, чтобы человек на велосипеде уже понял, что его будут обгонять, немножко прижался. Единственной девушке в команде Анне не привыкать к дальним заездам. За плечами пробег по Байкалу и прорывы через дикие сибирские леса. Поездка у нас была запланирована заранее, поэтому мы активно готовились, и все-таки нужна хорошая физическая подготовка. И неважно, парень ты или девочка, все равно нужна очень хорошая подготовка, и будешь себя чувствовать очень комфортно. Грузия – одна из самых безопасных стран для туристов, а для велотуристов еще и экономных. Ночевки в палатках, фрукты на деревьях совершенно бесплатно. В итоге меньше 15 тысяч рублей на одного человека за месяц пребывания в стране. А главное – море эмоций, которых становится больше, когда не спеша проезжаешь мимо живописных гор на велосипеде. Саргалана Захарова, Евгений Новгородов, Якутск. В четвертьфинал в весе до 75 килограммов прошел якутский боксер. Это мастер спорта России Роман Абутов. В 1/8 финала он одолел Тамерлана Казиева из Саратова. Также сегодня в полуфинал в наилегчайшей весовой категории чемпионата прошел лидер сборной Якутии Василий Егоров. В четвертьфинале он выиграл схватку у представителя Татарстана Шамиля Котлубаева, чемпиона России среди студентов. Противником Егорова в полуфинале станет Артыш Саян из Новосибирска. Другой якутский боксер в этой весовой категории сегодня на стадии четвертьфинала. К сожалению, выбыл из чемпионата. Это Борис Сидоров. Он уступил боксеру из Бурятии Батуру Сагулаеву. Здесь сразу началось выяснение отношений, несмотря на то, что было разведение боксеров сильнейших, но много добавилось молодых ребят, дерзких, которые тоже хотят занять свое место под солнцем. И поэтому очень плотные бои идут, очень плотные. Был очень тяжелый, дрались везде очень много, но пока показывают очень неплохой бокс. Это... Еще мы не дошли до полуфинала, а я думаю, что в самом полуфинале, в финале будет классный бокс. Боксеров много хороших. Анастасия, как положено, в такого статуса и уровня, и массовости чемпионате, турнире, чемпионата России по боксу, на первый план, понятно, выходят спортсмены, результаты схваток, но за кадром остаются не менее важные действующие лица. Речь идет об организаторах, в частности, о волонтерах. Давай расскажем об их участии на турнире. Да, Влад, действительно, в организацию чемпионата вовлечены десятки специалистов. Важная часть соревнований – это волонтеры. Именно они помогают участникам и гостям чувствовать себя уверенно и комфортно. Сюжет Юрия Осипова. Помочь каждому участнику бесплатно. Снежана уже год как волонтер. Побывала на чемпионате мира по футболу и Всемирном фестивале молодежи и студентов. На чемпионате России по боксу в Якутске сопровождает команду Московской области. Во-первых, это для меня большой опыт, чтобы в дальнейшем тоже участвовать на разных мероприятиях. Также делать добро для других тоже это очень хорошо. И спортивные мероприятия, они как бы помогают развивать характер, например, тот же самый. Рабочий день волонтеров начинается утром и заканчивается вечером. Самое главное – это эмоции, это участие. Мы все-таки смотрим
как все это происходит. Тяжело, но это того стоит, я вам скажу. Мы не спим ночами, днями, курируем людей, то есть сопровождаем везде с ними. Показываем город, рассказываем. Болеем за наших, конечно же, за своих и за ребят наших. И до самого вечера, до того, как они поедут к себе в гостиницу. Волонтеры – это часть большого механизма. Они на каждом шагу. На чемпионате задействованы 54 волонтера. Также в качестве дополнительной помощи привлечены 15 школьников. Волонтеры задействованы во всех сферах чемпионата. Они помогают в заселении, аккредитации, сопровождают прибывшие делегации, а также с транспортом и питанием. Егор – волонтер отдела аккредитации. Первое крупное мероприятие, в котором он участвовал – юбилейные игры Манчары в Верхневилюйске. С волонтерской деятельностью я занимаюсь с 2017 года. Волонтерское движение для меня очень интересно. Здесь узнаешь много друзей, обретаешь очень много друзей. Волонтеры – соорганизаторы чемпионата России по боксу. Ни одно масштабное мероприятие нельзя представить без их участия. Они как цемент, соединяющий все элементы. Юрий Осипов, Георгий Григорьев, Якутск. Таковы были итоги дня. Мы продолжаем следить за развитием событий не только в республике, но и за ее пределами. Оставайтесь на нашем телеканале Якутия-24 и будьте в курсе.